запишем на кыргызском, русском языках. Видео на сайте все это будет. В соцсетях расширим. Вот. Спросите. Ой, спасибо вас также всех, все-таки мы тоже все души. Дети еще проходите. Да, вот он. Нету, да, пока? Давайте Опаздывает. Да, давайте начнем. Да, начнем, а то... Если время уже, давайте начнем. Да. Сейчас. Нет, все, он сядет, поможет. Ну, у нас прямой эфир, уважаемые коллеги. Рада представить сегодняшних наших гостей. Президент Кыргызского национального паралимпийского комитета Айдаралиев Токтарбек Бактыярович, вице-президент Идырысов Шамарбек Джурубекович, генеральный секретарь Бекбоев Саламат Катурбекович и члены исполкома Кислов Денис Сергеевич и Гисов Эдуард Александрович. Сегодня вам будет представлена информация об итогах деятельности Паралимпийского комитета, какие планы, перспективы, а также еще немножко поподробнее по итогам визита президента Азиатского паралимпийского комитета. Да? Пожалуйста, Assalamu alaikum, hurmatly görüşçüler. Biz bugün Kırgız Ulluttuk Paralimpiadалық комитетінің кичине маалымат берип калдык, чогулуп калдык. Өзүңүздөр билгендей 23 майда, ушул жылдын 23 майында Генералдык ассамблея өткөн. Жаңадан жамаат шайланды. Өзүңүздөр көргөндөй президенттик постко мен Айдаралиев Токтарбек, генералдык катчы болуп Бекбоев Саламат, жана ошондой эле вице-президент болуп Ыдырысов Шамырбек, дагы бир вице-президент кичине кечип келатат. И, соответственно, исполкомдун мүчөлөрү. Бул шайлоо бул комитеттин тарыхында бир жаңы этапка чыкты десек болот. Өзүбүздүн комитеттин уюшулганына 28 жыл болгон. Ушу 28 жылдан бери кичинекей эле көрүнбөгөн бир коом болуп жүргөнбүз. Азыркы учурда мына Кыргызстанда бир 10дон ашык пара спорттун түрлөрү ачылып, жаңы өнүгүү жолуна түштүк десек жаңылышпайбыз. Бул 23 майда өткөн жыйындын эмнеси маанилүү десек, бул Азиялык паралимпиада комитетинин президенти Мажит Рашид өзү келип катышып, жыйынга көз салып кетти. Бул жыйында бизге жаңы мүчө болуп дагы жаңыдан ачылган түрлөрдөн федерациялар кошулду. Бул жеңил атлетика, пара жеңил атлетика, пара дзюдо, сууга сүзүү боюнча, жана каноэ, пара каноэ деп, кайыкта сүзүү боюнча, тайквондо, ушундай түрлөр жаңы кошулду. Жаныбызда байке мына канттын Эздүшөр канттын школасынын директору, ошол эле мезгилде паралегкий атлетиканы алып барып жүрөт, федерациянын президенти. Дагы айта кетчү нерсе, Мажит Рашидтин келгенин бир чоң ийгиликтердин бири бул ушу Кант шаарында пара оюндар боюнча жаңы эме ачылып атат, спорт комплекс
пара атлеттер үчүн бул $1,5 миллион тегерегинде инвестиция кылып ушу паразиаттык комитеттин демилгеси менен бияка финансирование кылып Кант шаарынын мэриясы жана мына биздин Алмаз байке керектүү суроолор болсо баарына жооп берет. Ушул Алмаз байке биз тараптан куратор болуп баардык иштердин баарын ушул Алмаз байке жүргүзүп атат. Анан суроолор болсо жооп берип туралы азыр. А доктор Владимирович, на русском. Добрый день. Здравствуйте. Как вы знаете, 23 мая 2022 года в этом году прошла у нас Генеральная отчетно-выборная ассамблея Кыргызского национального паралимпийского комитета. За 28 лет нашей организации в истории такое событие происходит первый раз. Можно сказать, сам президент Азиатского паралимпийского комитета мистер Маджид Рашид участвовал и дал высокую оценку этим выборам. У нас выбрался новый состав, новая команда Паралимпийского комитета. В состав вошли новые члены федерации. Это пара-дзюдо, пара-плавание, пара-каноэ, пара-легкая атлетика. Еще какие были? Возможно, я некоторые забыл, может, еще подскажем. Чем еще можно сказать, за последний год наш паразиатский комитет, президент паразиатского комитета мистер Маджид уже во второй раз посещает Кыргызстан. И эти события за собой привлекают такие моменты, как строительство нового паралимпийского центра в городе Кант, куда привлекается почти $1,5 миллиона. И на данный момент этим проектом занимается наш представитель Алмазбек Абиров, в том числе директор Кантской школы, также президент по паралегкой атлетике среди ЛОЗы в Кыргызстане. Если есть какие-то вопросы, дальше. Спасибо. Ну, Слава Николаевич, расскажите немножко поподробнее о деятельности Паралимпийского комитета, какие были успехи. Здравствуйте. Как ранее сказал наш президент, наш комитет существует уже на протяжении 28 лет. И как раньше она являлась Федерацией инвалидного спорта. Потом мы были переименованы в Кыргызский национальный паралимпийский комитет. Наша организация является равноправным, как и Национальный олимпийский комитет. В миру сначала идет Олимпиада, потом идет Паралимпиада. Это наша организация равноправная. Вот, у нас прошла 9-я Генассамблея 23 мая, как сказал наш президент. На ней присутствовали как наблюдатели и госорганы, это Госагентство физической культуры и спорта в лице Шабдамбаева Каната Кенгешевича. Присутствовали также представители НОК, Сарбагышев Кылыч. Это впервые такое грандиозное масштабное ассамблея у нас прошла. Также присутствовали там президент Азиатского паралимпийского комитета. Дальше, если можно задавать вопросы, чтобы не повторяться. Что обсуждали? Обсуждали. У нас было переизбрание президента, вице-президентов, генерального секретаря и исполкома. Президентом назначен Айдарлиев Тохторбек. А у нас исполком состоит из 9 человек. Как сказали, вошли федерации, такие как паратриатлон, параплавание, паратайквондо. Как потом сказал мистер Маджид, мы вышли уже на новый уровень. Надеемся, что у нас теперь будет в дальнейшем сотрудничество между госорганами, между частным сектором. И надеемся, что СМИ нас поддержат. Потому что наблюдатели
международные наблюдатели очень большой акцент сделали на СМИ. Были приглашены все СМИ, но пришли только, по-моему, только вы один пришли, да, с Кыргызского радио. Остальные все каналы почему-то обещали прийти, так и не пришли. От СМИ информация. У нас в Кыргызстане народ в основном не знает, что такое паралимпийское движение. Паралимпийское движение – это спорт среди ЛОВЗ. Мы также делимся на олимпийские виды, на неолимпийские виды. У нас в Кыргызстане, слава богу, на данный момент уже более 10 федераций ведут свою работу. Если у нас раньше только был пауэрлифтинг, жим лежа, это поднятие штанги, сейчас у нас уже более 10 федераций развиваются. Вот представитель Федерации паралегкой атлетики, очень хорошие результаты. Его спортсмены, участники паралимпийских игр, такие как Рио, Токио, азиатских паралимпийских игр. Есть чемпионы. Вот тоже человек сам продвигает. Один из первых госучреждений, который взялся именно продвигать паралимпийское движение. Алмазбек Байке является сам директором Канской спортшколы. Вот он один из первых взял в группу и начал тренировать. И по сей день он тренирует. В Канте у нас, в принципе, очень большая база для параспортсменов. Ну, сейчас попозже Алмазбек Байгараевич подробно расскажет. И Шамурбек Джурбекович, расскажите, сколько вообще насчитывается спортсменов в ассоциации Паралимпийского комитета? Ну, вообще поподробнее, знаете, какие соревнования, какие планируются, участие в каких соревнованиях? Хорошо. Вначале можно ответить на вопрос, вы же спросили, какие вот помощь хотите вот мы от СМИ. Вот когда проходила ассамблея, мы пригласили оператора, а через день парень-оператор говорит мне, что вот, приходя вот туда, он первый раз вот узнал, что есть такие люди, что есть паралимпийский спорт. Вообще, что вот такое существует, он говорит, первый раз говорит, обратил внимание, говорит, первый раз услышал. Вот, парень здоровый. Вот, поэтому хотели бы попросить вас почаще с нами сотрудничать и вот доносить до общества, что вообще, что такие есть. То, что он сказал, меня поразило, что говорит, я знал, говорит, только людей вот ограниченными возможностями, и говорит, представлял, что вот есть такие люди, которые нуждаются только в помощи. А он удивлялся, что есть, оказывается, такие большие организации, международные организации, всемирные организации. Говорит, надо, говорит, этим работать, что, знаете, вот что мы, ребята создают и делают, это очень многим людям ограниченными возможностями открываются двери, открывается даже весь мир. Вот поэтому вы расскажите, чем вы занимаетесь, какие, я не знаю, чемпионаты, какие турниры проходили. Паралимпийский комитет со дня существования прошло вот с 92 года практически ни одна паралимпийские игры не проходила без участия Кыргызской республики. Это начиналось в 92 году. Первые паралимпийские игры наши, это тогда пауэрлифтеры были. И с тех пор ни одна паралимпийская игра не проходила без участия Кыргызской республики. Конечно, для развития нужны поддержки. Это поддержка государства, поддержка СМИ, пропаганда нашего спорта. Многие инвалиды в Кыргызстане, которые живут в регионах и в других отдаленных районах, многие даже не знают, что есть такие виды спорта. Мы хотим вот в дальнейших планах совместно вот с СМИ, с государством пропагандировать эти виды спорта, чтобы наши инвалиды дома не сидели. Мы знаем, что многих инвалидов, которые не знают, чем заняться. А параспорт – это очень большая перспектива для развития именно людей с ограниченными возможностями. Конечно, перспективы, план у нас грандиозный, мы можем много говорить, но для этого нужна в основном это поддержка государства и нашего общества, конечно, вплоть до студентов и так далее, чтобы
все разносторонне чем могут помогали. С нашей стороны у нас планы, впереди у нас азиатские игры, к сожалению, в этом году отменили, но на 23-й год поедут, планируем около 40 уже делегация будет. Это самая большая в истории Кыргызстана. До сих пор не больше 10-8 человек ездило. Но на будущие паразиатские игры у нас планируется около 40 спортсменов. Впереди еще Париж, 24-й год. Я думаю, к этому времени тоже у нас ребята подрастут и больше будет состав. А если о планах говорить, то уже, кроме этого, с мистером Маджидом договорились, вот, наш министр спорта вместе договорились адаптировать те спортзалы, которые у нас уже есть. Не так, чтобы новые строить, а сделать пандусы, доступ для инвалидов. И с азиатской стороны они обещали поддержать проекты. Если смету сделает государство, например, дворец спорта, наш дворец спорта, сделать там туалеты, все необходимые пандусы, где нужны лифты, это все мы планируем впереди. В будущем, я думаю, еще увидим. Я, наверное, не слышал, возможно, вы и ранее озвучили, но сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Что будет делаться в развитии детского паралимпийского спорта? И на каком сейчас уровне, если можно, два вопроса? Если честно взять, да, с маленькими детьми у нас сложности. Все, конечно, посещать наши соревнования или какие-нибудь мероприятия, тренировочные залы никак не могут, потому что самостоятельно им трудно. Не у всех есть возможность. В основном родители возят на такси или так далее, у кого есть возможность. Маленькие дети до совершеннолетия у нас в основном вот тоже у Агая в Канте много детей начали заниматься. Я думаю, поподробнее Агай может рассказать. Ага. Вот слово предоставляется Алмазбеку Абирову, директору Камской спортшколы. Поподробнее расскажите, как вы работаете, да, и вот о планах строительства вот новой школы, да, вот тоже. Саламатсыңар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кант шаарындагы спорт мектепте 2016 жылдан бери ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келип спорттун түрү менен машыга башташты. Буга чейин булар талаада машыгып жүрүшүптүр да. Ошондон бери мына ушу Кант шаарындагы мектепте машыгып калды. Булар келгенге чейин ал жерде буларга шарт да жок болчу. Азыркы кезде бардык шарттар бар. Инвалид балдар келип коляскасы менен түп-түз кирип кеткенге шарт түзүлгөн. Мына ошондон бери азыр Кант шаарындагы балдар, кыздар Бишкек шаарынан келип ушу машыгып жатышат. Эми булардын машыгуусу азыр силер суроо берип кетпедиңерби? Кички балдар кандай машыгат депчи? Кички балдардын мүмкүнлүгү чектелген кички балдардын машыгуусу өтө аябай эле кыйын бизде Кыргызстанда, себеби аларда эч жерде шарт жок. Силер алардын спорт залга келип кетишине дагы шарт жок. Баягы ата-энесине мүмкүнчүлүгү болсо ошолор балдарын өздөрүнүн машинеси менен же такси менен алып келишет, ошо менен кайта алып кетишет. Мунун баары тең каражаттын астыгынан кээ бирлери даже үйүнөн чыга албай отурган балдар бар. Ушул кезде ата-энелер келип даже айтат, ушу балам үйдө ыйлап атат, спортко барып катышат элемин депчи, угуп алып. Бирок шарттарыбыз жок депчи. Бирок ушул кезде азыр мына мен канчадан бери байкап жүрөм, буга чейин спорттун өнүгүүсү өтө эле начар болчу, пара спорттун. Бул ушу 2-3 жылдан бери эле башталды, ушу пара спорттун өнүгүүсү, федерациялар ачылып, азыр уже былтыртан баштап уже жакшы ийгиликтер пайда бола баштады Кыргызстанда. Мен ойлойм, ушул ар бир спорт мектептин жетекчилери ушул пара спортту өнүгүүгө дагы көңүлдөрүн буруп, өздөрүнүн шартына ылайыктуу спорттун түрлөрүн ачып, балдарды машыгууга бир шарт түзүп беришет деп. Себеби бизде Кыргызстанда канча 70тен ашык спорт мектептер бар, бардык областтар боюнчачы. Бирок ушул спортту
спорт мектептердин Кыргызстан боюнча мен билгенден 2 эле мектепте бул спорт мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга спорт өнүгүүгө келет. Бул Бишкек шаарында бир мектеп бар, анан Кант шаарындагы. Калган жерлерде мектептерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн спорт жок. Жок десе да, аны менен бирге машыктыруучулар да жок. Себеби машыктыруучуларды жумушка алсак, жарым жыл иштеп кетип калышты. Себеби булар менен иштеш аябай оор, аябай кыйын. Булардын ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген баланы жанында туруп карап туруш керек. Жанагы инвентарларды колдоруна алып берип, кайта алып, ошонун эсебинен анан эми азыр ойлойм, мына 1 апрелден баштап биздин президентибиз айлыкты көтөрүп бербедиби? Бул эң пайдалуу, эң жакшы нерсе болду. Себеби мен ойлойм, азыр мына 1 сентябрдан баштап машыктыруучулар да ушу келип, өздөрүнүн салымын кошуп, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды машыктыра башташат депчи. Анан былтыр мен ушу Дубайга бир мелдешке бардым эле. Ошондо өзүм атайын суранып, Азия пара Олимпиада комитетинин президентине жолугушууга сурандым эле. Ошол мени кабыл алды. Экөөбүз отуруп жолугуп сүйлөштүк. Ал ушу Орто Азия өлкөлөрүнүн бүт баарын кыдырып келип, Кыргызстанга гана келе элек экен да. Анан ушу Кыргызстанга чакырдым эле да, келип ушу биздеги пара спорттун өнүгүүсүнө бир көңүл буруп, карап кетсеңер депчи. Ошо менен былтыр ал июнь айында келип кетти. Бияка Кыргызстанга келип, расмий иш менен келип, ушу Кант шаарынын баарын кыдырып көрдү, мектептерди көрдү. Мектебибиз аябай эски зданияда, бирок мэриянын эсебинен жакшы ремонт жасалып, жакшы эмеде каралып турат. Анан ошо жерден сүйлөшүлүп, бирок эчтеке деп айткан эмес. Анан биздин бир балабыз Токиодо болуп өткөн Паралимпиадага лицензия утту Канттан. Ошону мен алып барып Япониядан дагы расмий жолугушуу болду. Ошондо ал ушундай сунуш киргизди да, мен Кыргызстанга бир жардам кылып, спорт комплекс салып берейин деп атагы ою бар депчи. Анан кийин ошо жерден сүйлөштүк. Анан мени кайта бул сентябрь айы болчу, декабрь айында Бахрейнде жаштардын Азия оюндары болду. Ошо жака чакырды, ушу проектиңди ала кел деп. Азыр бардык маселелер уже чечилди. Мына Кудай буйрса өткөн 22 майда Кыргызстанга дагы бир жолу келип кетти. Бияка келгени ушу 2 эле маселе менен келдим эле дейт. Биринчи маселеси ушу Кыргызстандын Паралимпиада комитетинин ассамблеясын өткөргөнүнө көңүл буруп, ошол жерде шайлоо кандай өтөт, бардыгы мыйзам чегинде өтсүн депчи. Экинчи болсо, ушу бизге Кант шаарына салына турган проект. Бул проект где-то $1,5 миллион тегерегиндеги проект. Уже маселелердин баары чечилди дейт. Бир гана маселеси азыр ошо ичине ала турган жабдыктар, спорт шаймандары. Ошонун баарын азыр мага бир жума убакыт берди. Ошонун баарын бизге жазып, акчасын эсептеп туруп бергин депчи. Азыр ушул 2-3 күндүн ичинде уже бүтүп калдык. Кудай буйрса бир офисный мебелдер эле 2 миллион сомдон ашып кетти уже. Анан бардык спорт шаймандарын бизде Кыргызстанда жокту. Мен өзүм алып келип берем тияктан дейт. Же бөлөк өлкөлөрдөн заказ берип алдырып беребиз дейт. Ошондо Кыргызстандан бир тыйын акча кетпейт. Кант шаарынын мэриясы жерин бөлүп берди, азыр сала турган. Бирок дагы бир аз жер жетпей атат. Азыр өкмөткө кайрылып атабыз. Ошо кошумча дагы бир жер салып берсе, жер кошуп берсе, жанагы эшикте чуркай турган беговой дорожка, ошону кошо салып берейли депчи. Булар өздөрү сунуш киргизип, өздөрү эметип атат. Мына момундай кылып салайлы, момундай кылайлы. Бул эр аларык эмеде шартта болсун депчи. Кудай буйрса салып берсек, азыр мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн бул эң чоң пайдалуу имарат болот эле. Ал жерге болсо соолор деле машыга берет. А жерде ушу спорт комплекс размери 24-38ге бассейни менен 4 дорожкалуу 25 метрлик жана тренажерный залы и жанакы беговой дорожкасы менен где-то 1,5 гектар, 2 гектарга жакын жерде ээлей турган имарат салынат. Анан кийин биздин машыктыруучулар азыр ушу аябай жетишсиз болуп атат Кыргызстанда. Именно ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кыздардычы. Катышууга көңүлдөрү бар балдар аябай көп.
бирок өнүгүү бизде Кыргызстанда аябай жай болуп атат. Мындай имарат мурун деле салынып калмак экен, эгер ушу бизде Кыргызстанда эки Олимпиада комитет түзүлүп алып, экөө бирин жол бербей, иштетпей, анан чет мамлекеттер бизге вообще көңүл бурбай койгон экен. Разрешите, это можно озвучить вкратце на русском, либо кто-либо из присутствующих? Нет, я могу сказать на русском языке. Ну, вообще, достаточно излагает. Прошу прощения. Здравствуйте, я директор Канской спортивной школы. С 2016 года мы начали развивать параспорт. Эти инвалиды, параспортсмены, они сами пришли первые, попросили спортинвентарь позаниматься. Оказывается, они занимались в это время на улице, просто вышли на поле и толкали камни. И я им выделил, и через полгода они еще раз пришли, я им говорю, вот занимайтесь, спортзал бесплатно, никаких претензий это препятствовать не будут. И вот они начали самостоятельно приходить, заниматься, тренеров не было, они сами занимались, приходили. И вот сколько они занимались, никуда не выезжали, и постепенно пришла мысль, а почему он просто вот занимается, а никуда не выезжают. И вот я сам начал их возить, сначала по армрестлингу среди лоузы. У нас есть чемпионы Кыргызской республики по лоузы, есть призеры чемпионата Азии по лоузы, который проходил в Чолпан-Ате. И дальше вот мы начали заниматься паралегкой атлетикой. Это самый вид спорта, который у нас есть условия заниматься и зимой, и летом. А они же толкают ядро, это ядро 4 и 6 килограммовые. Они в таких спортзалах они не могут заниматься, потому что они поломают пол. И вот они начали заниматься, года 2 позанимались, и с прошлого года, до этого они никуда не выезжали, потому что как-то то денег не было для них. И с прошлого года, вот в начале года 21, вот они начали, первые они ездили в Гран-при мира в Дубай, там они заняли 4-5 место, потом в Тунисе 3 место заняли, и в Швейцарии они 2 спортсмена заняли 1 место, и один выиграл лицензию на Паралимпийские игры в Токио, и он принял участие на Олимпийских параиграх. Вот так и пошло. Сейчас у нас спортсмены уже увеличились. Сейчас у нас кроме паралегкой атлетики есть и другие виды спорта. Уже стрельба из лука мы сейчас начали культивировать. Хотя у нас тренеров нету, но Кыргызский паралимпийский комитет нам приобрел 2 лука. Это очень дорогой спортинвентарь. Сейчас президент паралимпийского комитета азиатского Мажид Рашид, он увидел этот вид, как дети занимались, и он обещал нас обеспечить скоро с инвентарем. Говорит, он пригласит нас в Дубай, и он там подарит нам лук. А так дети сейчас ходят, у нас все условия есть для инвалидов, но тяжело им посещать спортзалы, потому что, вы сами знаете, у нас транспорт их не берет, когда у них нет условия, чтобы приехать в коляске. И вот сколько мы ездим на соревнованиях в других странах, везде есть все условия, и пандусы, и транспорт, когда спортсмен может спокойно залезть на электричку или на автобус, на коляске. Там есть специальное место, он может встать в коляске. В этом всегда помогает водитель. Я бы тоже хотел, чтобы у нас в Кыргызстане тоже так же относились к нашим инвалидам, параспортсменам. И везде создавали условия, чтобы они могли спокойно, без никаких трудностей, посещали спортивные залы, потому что у них в будущем должны сами себя обеспечить. А вот поподробнее о строительстве школы. Строительство школы, вот сейчас уже, я просто сейчас забыл, эскизный проект уже готовый. Один проект уже сейчас в Арабских Эмиратах.
Абу-Даби. Оказывается, столица в Абу-Даби находится их офис. И они уже решили, но окончательная сумма не решен. А кто спонсирует? Это спонсирует Азиатский паралимпийский комитет вместе с Красным Крестом. Там есть у них свой арабский фонд. И они посмотрели вот эту сумму, где-то около $1,5 миллиона. Они согласны, говорят, есть, говорит, такие суммы, говорит. И мы, говорит, вам, говорит, в ближайшее время, говорит, построим. Потому что перед отъездом президент Азиатского паралимпийского комитета, он лично сказал, следующая встреча, говорит, будет у нас, когда, говорит, мы будем капсулу закладывать в этом комплексе. Ну, дай бог, чтобы сейчас правительство нам выделило вот дополнительную землю, и у нас будет там отличный спорткомплекс, параспорткомплекс. Спасибо. Эдуард Александрович, расскажите немножко, с какими трудностями, проблемами сталкивается Олимпийский комитет, сами спортсмены? Ну, здесь уже сказали, что транспорт, и нету пандусов нигде. Вот это единственная проблема большая. И без поддержки правительства это сделать очень-очень сложно. Вот. Может, еще что-то? К этому мы просто привыкли, поэтому особо не озвучиваем. Бізде мындай маселе бар. Кыргыз улуттук паралимпиада комитетинин түзүлгөнүнө мына 30 жылга жакындады. Биздин комитет мындайча айтканда жөн эле баягы спортту сүйөбүз, күйөбүз, ушу параспорт өнүсүн деген гана бир чын жүрөктөн бир дем менен гана жүрөбүз, бирок бизде иштеген балдарыбыз бирөө да айлык албайт. Бизде командабызда болгон жумуштун баарын өзүбүз жасайбыз. Офисибизде жок болчу, Кудай буюрса ошо акыркы жолугушууларда биздин Госкомспорттон буюрса офисти да бөлүп беребиз деп атат. Ошол эле Паразиатский комитет офисиңерди алып калсаңар, ичине керектүү шаймандардын баарын коюп беребиз деди. Анан азыркы учурда мен ошо кайрылып кетем, бул правительство биздин өкмөткө жана президентке кайрылып кетем. Башка өлкөлөрдө мындай көйгөйлөр жаралбайт, жаралган, бирок биздикинде эле болгон, убагында бирок чечилген да. Мунун чечилүү жолдору бар. Мисалы, Россияныкын ала турган болсок, Россияда президент өзүнүн фондунан эле определенный бир сумманы бир жылга бөлүп берет. Ошону айлык кылып, балдардын поездкасы, обучениясы, ар кандай семинарларга биз көптөгөн жерлерден калып калабыз да. Бизде тренерский, мына агай айтып кетти, тренер жетишпейт. Бизде тренерлерди переквалификацияга окута турган международный программалар бар атайын, чакыралат. Бирок тилекке каршы аяка да акчалар төлөнүш керек. Бирок бизде мамлекетте андай жактарга акча каралбайт. Көпчүлүк учурда акча жоктун айынан биз тренерлерди да жибере албайбыз. Ушул историяда бизде бир эле жолу ошо жаа боюнча бир кишини грант менен ошо бир грант утуп алып, ошо гранттын негизинде жибергенбиз. Ошол жаа боюнча переквалификация алып инвалидтер менен иштеген үйрөнүп келген. Азыркы учурда мына легкая атлетика, сууга сүзүү, жюдодо деле мурунку эле баягы көзү көргөн адамдар менен иштеп жүргөн тренерлер иштейт. Бирок баары бир кандайдыр бир шарттар керек, ага үйрөнүш керек. Ошол кишилерди жибергенге өзүнчө бир тыйындар оротулат. Ага ошондой жерлерге акча бөлүнбөйт да. Бизге ошо Паралимпийский комитеттин негизги бюджетибиз жок да. Бизге келген ошо конокторубуз бизден сурап калат, бюджетиңер канча деп. Анан бюджетибиз жок, бекер иштейбиз десек, мындай ишенбей күлүшөт да. Кантип депчи, бизде жөнөкөй эле котормочубуз $500, $400, $300 алат деп айтышат да. Бизде болсо котормочуларыбыздан бери келип бекер жардам берип өткөндө жолугушууда бүт ушу жолугушууда жардам берген адамдардын баарына ыраазычылык билдирем. Бир тыйынына карабай убактыларын бөлүп көптөгөн жумуштарды өткөрүп атат да. Ошо алды дайыми бизге колдоо гана керек. Колдоо жагы ушу бизге кичинекей бюджет бөлүп берсе, балдарыбызга айлык болсо ушу иштеген балдарыбыз үй бүлөлөрү бар, оокаттары бар. Ошо алак болбой бир өздөрү сүйгөн ишти жүргүзүп, кичине тыйын алып иштесе деген үмүтүбүз бар. Ушул жагынан бир мамлекет көңүл буруп, кичинекей бюджет караштырып берсе деп ойлойбуз. Вот, Эрмек, давайте, да, еще скажет на русском. То же самое. Да, то же самое скажите. На русском там может это как бы обратиться. Это же шахматы, 5 лет возглавляю, тоже.
то есть я тоже как вице-президент буду вести работу по зрению, да, вот. Дополнить, да? Здравствуйте, уважаемые телезрители. До этого было сказано то, что мы это одна команда, новая команда, которую избрали члены паралимпийского движения Кыргызстана. В данное время вот, в истории, я думаю, Кыргызстана, именно паралимпийское движение, хорошие изменения, так как наша команда нацелена, чтобы развивать спорт среди людей с ограниченной возможностью здоровья. У нас сейчас открываются новые виды спортивных мероприятий для ЛОВЗ, это уже и новые виды паралимпийские движения мира, вот, допустим, азиатские, идут туда тоже вошли новые виды, да, среди инвалидов. Как до этого, раньше, например, шахматы не входили же, вот с этого года они будут входить именно параазиатские игры, которые должны были состоять в Китае. На следующий год уже будет, наша команда поедет туда. Но здесь у нас, видите, одна из таких тоже именно интеллектуальных видов спорта, ну, я вот как бы хочу подчеркнуть тоже, допустим, шахматы, да, настольные, да. Здесь тоже для людей, во-первых, насчет инвентаря особо таких проблем нет, и здесь особо таких расходов не надо, да. Вот, и сейчас вот мы с нашей командой мы хотим развивать, чтобы все виды спорта, вот, так как здесь собрались люди как бы разными профилями, то есть, допустим, я как инвалид по зрению, я больше понимаю проблемы инвалида по зрению, допустим. Также опорно-двигательным аппаратом. Ну, здесь собрались люди, хотим, чтобы все виды развивались как бы наравне. Не так, чтобы там в одну сторону там где-то больше развивалось. И до этого было сказано то, что у нас в Кыргызстане, конечно, большинство спортивных залов не приспособлены, также, но думаю, сейчас вот конвенцию наше государство ратифицировало уже как 2 года уже. Думаю, вот со стороны государства уже начали уже как бы оказывать поддержку именно в плане развития спорта среди инвалидов, в плане доступности уже начали вкладывать свои работы. И хочу еще вот сказать то, что с приездом, хочу повторить, с приездом нашего гостя с Азиатского паралимпийского комитета будут изменения большие. Мы здесь собрались, команда, работая на общественных началах, честно сказать. Энтузиасты, да, можно сказать. И думаю, у нас цели хорошие, и думаю, достигнем больших высот, как в соседних странах, элементарно. Возьмем Среднюю Азию, да, как у них развивается параспорт. Думаю, вот постепенно мы тоже дело будем доказывать государству, что есть такие виды спорта, чтобы люди, и благодаря средств массовой информации хотим тоже передать, чтобы именно спорт среди людей с ограниченными возможностями, здоровья, чтобы многие знали. Нам пропаганду надо делать среди общественности, потому что государство не виновато, потому что пропаганда через СМИ все делается. Мы хотим тоже это пропагандировать, чтобы все люди знали, что существуют такие виды спорта среди наших. Ну, нам хорошая пресс-служба просто нужна, чтобы... Ага. Денис Сергеевич, добавить что-нибудь хотите? Нет, да? можно, пожалуйста. Давайте. Поподробнее расскажите, вы говорили раньше, вида спорта этого не было, когда он появился, сколько участников, какой возрастной категории, про поездку в Китай, да, поподробнее можно? В общем, вот я сам возглавляю уже 5 лет шахматно-шашечное объединение Кыргызской республики среди людей с ограниченной возможностью здоровья. Шахматы, она играет все категории инвалидности, и слух, и зрение, опорно-двигатель, ну и даже ДЦП тоже все играет. Шахматы, он раньше не входил в паралимпийские виды спорта, она являлась обычным видом спорта среди людей с ограниченной возможностью здоровья.
Вот с этого года программу именно сейчас вот должно было состояться в октябре 2022 года в Китае, это Параазиатские игры. Она вошла именно в программу Параазиатские игры. Ну, надеемся, да, вот на будущее, вот, чтобы она вошла в Паралимпийские играх, допустим, вот пока все начинается с Азии, потом уже она переходит по миру, да. И шахмат у нас в Кыргызстане, да, исходя из того, что каждый год мы собираем шахматистов, каждый год участвует примерно 120 человек. Это средний, допустим, на чемпионатах Кыргызстана именно. А вот в 2017 году, когда проводили чемпионат Азии, это впервые в истории, это было шахмат, у нас в Кыргызстане проводили вместе с шахматной федерацией, Госкомспорт и Министерство развития совместно провели. Там посетили нашу страну 9 стран. Тоже было где-то около 100 спортсменов, это со всех стран. Вот потом шахматы, то что, я говорю, здесь он особо не затратный спорт. Особо. И тренера сейчас тоже, раньше тренеров тоже было найти было трудно, а сейчас тренера уже обычных спортивных школ, они многие уже вовлечены именно в воспитание именно лиц с ограниченным возможностью здоровья, потому что они увидели потенциал. Они вначале думали, как может человек, допустим, незрячий играть в шахматы, да? Потому что не видели же, а мы тоже как в качестве пропаганды тоже мы им показали, доказали, и сейчас многие с нами работают, да, в этом направлении. Сколько шахматистов сейчас? В Кыргызстане? Если, допустим, в данное время, по итогу, если среди детей поделить, это около... Категории сразу укажите. Категории, да? Ну, допустим, вот по итогам чемпионатов, допустим, по зрению каждый год участвует где-то около 40 детей. По слуху тоже где-то 40-50 примерно, потому что те, которые участвуют. А те, которые вот среди них, конечно, многие и не знают, сейчас некоторые сейчас учатся постепенно. Вот. И также среди взрослых количество примерно такая же, потому что это те, которые, видите, у нас шахматы, у нас с советских времен часто выезжали наши именно с инвалидностью, поэтому база есть, это с советских времен она осталась именно. И вот думаю, дай бог, вот мы с командой Кыргызского национального паралимпийского комитета будем развивать и этот вид спорта еще лучше, потому что верим, что это будем развивать. А главное, чтобы государство нас поддержало, и все, самое главное. В Китай вы поедете, сколько человек? В Китай мы пока для начала запросили они количественный состав подать. Мы пока подали там по их требованиям 9 женщин и 9 мужчин. Мы уже как бы количественно подали. А когда уже ближе к тому, то что ближе к поездке уже будет отборочный, будет, допустим, по итогам отборочных, допустим, чемпионат Кыргызстана будет проходить, по итогам отборочных, первый, допустим, тройка по слуху, допустим, первая тройка, допустим, связана с зрением, опорным двигателем будем отбирать, и только чемпионы поедут. Мы тоже мы им уже информацию уже даем, потому что говорим, чтобы они готовились. Когда вы планируете поехать? Мы перенесли на 2023 год. Перенесли. В связи с пандемией там в Китае сейчас вот все паразитские игры, там, даже азиатские, все перенесли на 2023 год, они дополнительно же сообщат там информацию. Кроме того, еще шашки у нас планируются. Еще, кстати, для информации еще хочу подчеркнуть, именно шашки тоже при Союзе все категории инвалидности играли раньше, но именно вот этот вид спорта в Кыргызстане он как бы заморозили, да, а в соседних странах также играет. И хочу для информации сказать, вот я как в этом году с 3 по 15 сентября 2022 года на базе пансионата «Аврора» будем проводить чемпионат мира по шашкам среди людей с ограниченным возможностью здоровья. Это недавно вот меня вот сделали председателем оргкомитета именно этого мероприятия. Приезд ожидается где-то около 150 спортсменов, потому что по предварительным уже сейчас собираем списки участников. Сейчас мы тоже с командой, нашей командой хотим провести этот вот предстоящий турнир на высоком уровне, потому что раньше она проходила в Анталии, проходила там, в Болгарии, вот таких странах, да. И хотим, чтобы... Почему выбрали Исыкуль? Потому что
хотим показать красоту нашей природы, так как это, во-первых, спорт это будет как, благодаря спорту будем развивать даже, ну, туризм, чтобы хотим, чтобы к нам приезжали эти же туристы. В этом году, да. С 3 Из каких, примерно скольких стран? Вот в мае начале в Узбекистан ездил, встречался именно с нашими коллегами. С Центральной Азии сказали, все приедут. Сказали с Литвы, с Польши, с Германии, с Российской Федерации, с Белоруссии, Украины. Вот они, эти страны будут, сказали. Потому что это чемпионат мира будет. Третий чемпионат мира по шашкам среди Ловуза. Это уже утвердили положение. Скоро будем сейчас с нашим госорганом будем работать вплотную с созданием рабочей группы. С какого числа? С 3 сентября по 15 сентября. Это по положению там идет. Это утверждено, это в календарном плане. Это тоже в истории, можно сказать, первый чемпионат мира, который будет проходить в Кыргызстане, тем более среди Ловуза. Можно? У вас в спортшколе, Алмаз. да, простите, плохо. Вы директор Канской спортивной школы. Да. И вы рассказывали о планируемом строительстве новой спортивной школы. Где она будет расположена? Она расположена будет в Канте, в 3-м микрорайоне. Это чуть ближе. Насколько она будет большая? Она будет большая, размер 24 на 38. Это спортивный зал, да. И там будет культивироваться, там это спорткомплекс, параспорткомплекс, поэтому там будет волейбол, баскетбол, голбол, это играют слепые. Кроме этого, настольный теннис, бадминтон, боча. Дети ведь тоже смогут его? Конечно, это в первую очередь дети должны посещать, потому что постепенно она зарастает и в конечном счете уже будет показывать свои спортивные результаты. Бесплатно они смогут? Это будет, везде будет бесплатно. Тем более сейчас президент Паралимпийского комитета обещал нам выделить еще один транспорт, это бусик с подъемником, который будет с коляской загружать в машину и перевезти, увезти. Я коротко хотел ответить на ваш вопрос. Уже спросили, какими трудностями мы сталкиваемся. Вот буквально полчаса назад, приходя сюда, мы даже не могли вот сюда зайти в здание Хавар. Спасибо ребятам, которые заносили. А теперь представьте на минуту, что если я буду каждый день приходить как на тренировку. Такие трудности. Потому что основные все спортивные залы либо на ступеньки там зайти, либо на подвалах. И так как условия нету, очень многие там люди даже не выходят и там посещают спортивные мероприятия. Такие трудности в основном. Но мы не опускаем руки, не отчаиваемся. Потихоньку вместе вот продвигаемся вперед. У нас надежда большая. Думаю, вместе с вами, да, вместе с вами мы достигнем больших успехов. Можно еще последний вопрос по поводу детей, да? Вот так как сегодня 1 июня, каким видом спорта дети в основном предпочитают заниматься, и количество их, и возрастная категория? Знаете, например, в нашу спортивную школу ходят все дети, дети-инвалиды, ДЦПшники, парализованные. А потом мы их делим на усмотрение ихнему группу здоровья, на какую категорию они подходят. Например, колясочникам же мы беговую дорожку уже не поставим, чтобы он бегал. Он будет заниматься или пауэрлифтингом, или бочо, или толкание ядра. Толкание ядра – это паралегкая атлетика, которая имеет свой специальный инвентарь, она называется кресло. Такое же кресло, но она называется не кресло, а станок. Она у нас, мы сами это делаем по международным требованиям, по размеру, потому что когда мы выезжаем на соревнования, мы там обязательно проходим классификацию, там комиссия проверяет эти станки, отмеряют. Если
она будет чуть выше или ниже на сантиметр, все уже на соревнования не допускается. У нас есть дети, которые находятся в очень тяжелом парализованном положении. Есть для таких детей вот игра боча, она играется шариком, катят шарик, кто больше соберет в определенном месте, он выигрывает. Это паралимпийский вид спорта сейчас. Я думаю, постепенно, если у нас будут такие условия, которые этих детей мы можем возить из дома в спортзал, я думаю, будет развиваться. Сколько детей в общем классе? Сейчас около 20. Да. Это очень мало, вернее, очень много даже, если вот так сказать, да. А желательно бы, чтобы побольше ходили. А по возрасту сколько им? Ну, знаете, есть дети, которые 14-16 лет, но они выглядят как 10 лет. И очень физически очень слабые, но они у нас потихоньку набирают силы. Даже, да, подростки. А есть и взрослые, которые сейчас вот именно выступают на международном уровне, это лет 25-30, есть 35. Тут и параспорте возраст не ограниченный. Есть вот на паралимпийских играх, например, выступали кому за 50, около 60 лет, потому что они свое свободное время должны использовать именно занятия спортом. Спасибо большое. Так все-таки, Токтарбек Бахтиярович, сколько вообще по стране в Кыргызстане спортсменов? Примерное количество. Ну, если будем говорить активное количество, если активное количество, то у нас по плаванию где-то 5 человек, триатлон у нас 1 человек, и то уже чемпион мира, хотя он один по триатлону. Паралегкая атлетика тоже 5-6 человек, это активные люди, которые уже выезжают на соревнования международные. Пауэрлифтинг у нас, жим лежа, это у них тоже где-то активно 5-6 человек. И в общей сложности где-то уходит около 30 человек, мы можем сказать. Шахмат тоже у нас в Кыргызстане он очень активный был до этого, но сейчас начали, вот как Эрмек сказал, совместно работать, уже на международный уровень поднимаемся. Чемпионат мира будет скоро по шашкам, азиатский включили, по шашкам потенциал очень большой. Среди незрячих тоже потенциал очень большой, потому что у них специализированных интернатов в Ошской области, Джалалабадской, в Бишкеке есть. То есть там уже база есть, там нужно только создать условия. То есть сделать, прикупить инвентарь, можно сказать, да, государство, просто направить в нужное русло, и там потенциал очень большой, потому что интернат у них, наверное, уже за 1000 человек, да, учатся в школе. И с первых классов они по 11 класс там обучаются, и они могут заниматься, и уже к окончанию школы уже они могут там становиться чемпионами. Тут очень большой потенциал. Просто нужно внимание просто уделить. И вот нам самая главная поддержка вот со стороны СМИ, это нас очень мало освещают. Даже вот паралимпийские игры Токио было, компания Акнет у нас транслировала Олимпийские игры. Мы обращались, просили, чтобы они транслировали параигры. В других странах это транслируется. Если бы у нас в Кыргызстане это все транслировалось, у нас чемпионаты проходят иногда. Мы всегда стараемся всех ознакомить, позвать в гости, всех журналистов, но к нам, вот, не знаю, наверное, неинтересно или как, вот, никто не приходит, и она остается просто как бы как подполье. Если вот это освещение было бы больше, я думаю, желание у людей, которые сидят за телевизором, сейчас же многие за телевизором, за интернетом сидят, если бы они все видели бы, у них желание появилось бы. Например, эти же ребята, это все бывшие спортсмены, все, которые когда-либо где-то встретили какого-нибудь спортсмена. Я, например, в свое время вот встретил этих ребят, Эдика, Романа, их увидел и начал заниматься этим спортом, да, и так далее. То есть нам нужно информацию давать, информацию, помогать нам. А в остальном, я думаю, с поддержкой государства, тем более с такой поддержкой организации, как Азиатский комитет, который даже предлагает вот, при окончании тоже строительства, он обещал здесь провести даже международные соревнования.
И так что я думаю, только нам нужна поддержка с государственной стороны, с вашей стороны и, конечно, со стороны общества. И у нас, я думаю, развитие очень быстро пойдет. Потенциал очень большой. Мы будем рады развивать эти виды. Вас звучит благодарность, да, в организации, допустим, что-нибудь, да? Еще хотел бы выразить огромную благодарность тем людям, спонсорам, представителям государственной власти, то есть за, во-первых, за поддержку проведения этой ассамблеи Кыргызского национального паралимпийского комитета. Если поспешно прочитать, я вот хотел бы, чтобы это как бы пример, можно сказать, для других, да, вот, допустим, вот руководство рынок Мадина, Шоро, компания Шоро, КФНКФ, строительная компания Ихлас, строительная компания Дулет Курулуш, Чайхана Чайхан, потом, естественно, самую основную поддержку нам оказал департамент спорта при Министерстве культуры и спорта. Также, если персонально по фамилии, тогда вот Маткалов Раимбек Шашимбиевич тоже оказал хорошую поддержку нам. Кроме этого, тоже Динара Рашимовна, вот, бывший председатель соцкомитета Георг Кенеша, Нуржит Кадырбекович. И кроме этого, еще были ведущий Мурат Карача был. То также хочу тоже выразить огромную благодарность от представителя СМИ, Кыргыз радио, который приходил, он тоже поддержал. Также волонтеров, кроме этого, переводчики были тоже. Все волонтеры, никто деньги не брал за это. Поэтому хочу еще выразить, также, пользуясь случаем, хочу от лица Паралимпийского комитета выразить информационный центр Кабар. Вы тоже нам оказали на безвозмездной основе. Мы тоже к вам обратились. Огромное вам спасибо, потому что эта площадка такая, то, что мы можем высказать именно не то, что наши проблемы, а наши планы. Вот именно. А то обычно многие, когда пресс-конференция проходит, когда люди с инвалидностью выходят, многие думают, что только мы говорим только проблемы наши. А мы хотим, чтобы совместно с нашими спонсорами, чтобы государством мы продвигали общее дело. Это же тоже имидж страны. Спасибо вам, спасибо большое, успехов вам. И вам спасибо. Особую благодарность мы хотели выразить мэру города Кан, который выделил деньги и оплатил нам гостиницу нашего гостя. И тем самым очень сильно нас поддержал. Особую благодарность тоже администрации города Кант. Спасибо вам большое. На этом мы завершим, да?